Медико-психологическая реабилитация действует с июня прошлого года. Каждому пациенту прописывается индивидуальная программа оздоровления. Все мероприятия направлены на восстановление и поддержание утраченных функций организма, проведение адаптации к новым условиям жизни. Пребывание в центре длится от 10 до 18 дней. Зависит от тяжести последствий. Контузии, ранения, сочетанные травмы, дезадаптация нервной системы. У пациентов приходят, которые возвращаются с условий боевых действий, у них расстройство поведения, нарушение сна, стресс, депрессия в результате длительного воздействия психотравмирующего фактора боевых действий. Программа реабилитации постепенно расширяется. Теперь на базе центра военнослужащие смогут заниматься 9 различными видами спорта. Эту возможность в рамках соглашения предоставляет Республиканский центр адаптивной физкультуры и спорта. Задача – привлечение к занятию физической культурой и спортом, а также приобретение интересов и хобби. Имеются такие виды спорта, как волейбол, сидя пода. У нас имеются неплохие результаты. У нас легкая атлетика по пода, оспорождение опорно-двигательного аппарата. У нас имеется очередная сборная команда даже Российской Федерации. В этом году мы начислили порядка 19 очередная сборная команда России. У нас имеется вольная борьба, сурда. Сурда – это с осложнениями слуха. Один из участников программы – Петр. Он почти окончил курс реабилитации. Делится, что состояние действительно улучшилось, но с его травмой ноги не все так просто. Петр и дальше планирует восстанавливаться. 1 ноября получил ранение насквозь, осколочное. Скажите, какие процедуры вы проходили? Массаж, физкультура, да. Такие упражнения делаются, и еще там магнит, лечение как-то. Называли еще. Сейчас 3 или 4 часа буду ходить, а все равно болеть будет, но у меня трескает. Но я хочу учиться на электрогазсварке и еще на права. Еще одна актуальная мера поддержки в центре – это содействие в обретении новых специальностей и трудоустройства демобилизованных военнослужащих и их членов семьи. Все мероприятия в рамках проекта проводятся бесплатно. Если гражданин желает обучиться, ему предоставляется такое право. В настоящее время 2 человека обучаются на охранника и горнорабочего. Кроме того, в Госкомитете разрабатывается специальная программа обучения. По данной программе обучения обучение само будет бесплатное, а также оплачивается проживание и медосмотр. Социально-оздоровительный центр в этом году планирует добавить еще 20 дополнительных койко-мест. Для того, чтобы стать участником программы, нужно обратиться в местное управление социальной защиты населения или позвонить по номеру горячей линии 122. Марферина Алексеева, Павел Пахомов, Якутск.